Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая эксперт Национального центра аудиовизуального наследия. И наша рубрика «История в кадрах» находится в Амгинском районе. Сегодня мы хотим вам рассказать об уникальных кадрах, которые были обнаружены нашими архивистами нашего центра во время рабочей командировки в Российском государственном архиве кинофотодокументов в апреле этого года. 10-минутный фильм под названием «Ысых» 1944 года был снят оператором-документалистом Виктором Громадзинским, который работал в Иркутской студии кинохроники. Эксперты однозначно называют этот 10-минутный фильм «Ысых» 1944 года уникальным, так как до настоящего времени об Ысыхах в Якутии 1944 года повествовали лишь печатные издания и фотодокументы архивов и музеев. Живого отражения этого события на кинопленке не было. Это единственный видеодокумент, свидетельствующий о том, что во время Великой Отечественной войны впервые был проведен первый Ысых в 1944 году. Эксперты отмечают, что это была своего рода генеральная репетиция Ысыха Победы. В 1944 году национальный праздник отмечался в более 20 районах Якутии. Приняло участие более 100 тысяч колхозников. Праздники проходили тогда под лозунгом мобилизации всех сил народа. Основной посыл был направлен на усиление помощи Красной армии. Специально к этому организовали смотр готовности колхозов к сеноуборке. Старейшины, открывая праздник, воспевали и приветствовали Красную армию. В кадре жители и колхозники Неслигов Бютюнь, Абаги, Слободы. Колхозники ярко и бурно аплодируют докладам и выступлениям партийных руководителей. На трибуне члены Якутского обкома и правительства Якутской АССР, депутаты Верховного Совета. Крупным планом в кадре докладчик Анастасия Петровна Данилова. Это первый секретарь Амгинского РК ВКПБ. Старейшина Алгашит Сафрон Евграфович Кутургин и Екатерина Иванова совершают культовый обряд кумысопития. Алгашит в сопровождении 9 девочек и 9 мальчиков, пионеров, берут в руки чаран и совершают поклоны высшим силам природы и духам Аи. Ысых 1944 года в Амгинском районе был проведен в соответствии с инструкциями Совнаркома, где впервые было рекомендовано провести традиционные алгыс и кропление кумысом, ранее порицавшиеся как религиозные обряды. Гонимые и преследуемые в довоенные годы древние народные традиции и обычаи во время войны стали подлинным оплотом и для тех, кто сражался в бою за родину, и для тех, кто оставался в тылу. Среди участников очень много колоритных персонажей. Например, в кадре крупным планом женщина в шляпе и в национальном костюме с серебряным украшением на груди крестиком. Знатная колхозница Ирина Дмитриевна Дячковская, член сельхозартели имени Ленина, поднимает чаран с кумысом в честь товарища Сталина. Сейчас мы видим на общем плане празднование жителей села на едином просторном Тюгюльге. А здесь чаран с пенистым кумысом передает эту атмосферу праздника. Мы знаем, что на Ысыхе присутствовали известные якутские писатели. Например, здесь запечатлен молодой Кюнюк Урастыров, народный поэт Якутской АССР, урожденный Амгинского улуса. Он родился в селе Эмись. А вот справа в кепке Романов Петр Петрович, это член Союза художников СССР, председатель правления Союза художников ЯССР. Присутствовали и известные артисты. Например, в кадре среди болельщиков аплодирует Анастасия Федотовна Новгородова. Это актриса Якутского музыкально-драматического театра. Это первая исполнительница роли Туярма Ко. Кстати, на первом Ысых 1944 года прошло первое театрализованное представление, о чем свидетельствуют эти кадры. Встреча Нюргунбатура стремительного благословенным кумысом. А в главной роли здесь народный сказитель, артист Якутского музыкального театра, первый исполнитель Нюргунбатура Устин Нахсоров, уроженец Амгинского улуса. А в роли Сарукбалура известный Ланхасут Петр Решетников. Надо отметить, что фрагменты театрализованного действия Амгинского Ысыха 1944 года свидетельствуют еще об одном важном аспекте проведения Ысыха. Впервые в пространство праздника были включены сцены из героического эпоса Олодхо, воплотившего в себе идею защиты родной священной земли и спасения человеческого рода от врагов, прославление победы богатыря Аибатора над Абасы. Каждый кадр представляет собой очень такой этнографический, большой, интересный научный материал, потому что каждый кадр можно очень долго рассматривать, любоваться. И, например, здесь мы видим народный танец в исполнении детей и подростков Атахтепси. Здесь мужчины и женщины едут красиво верхом на конях. В Тюгюльге для коновязи установлен 9 сарге. Все лошади в таких красивых одеяниях в праздничном убранстве. Конечно же, все женщины в старинных национальных одеждах, они
привязывают эти коней к серге. И здесь, кстати, мы видим уникальный кадр. Это седло, сделано 100 лет тому назад. Надо сказать, что Национальный центр аудиовизуального наследия проводит очень большую работу с весны этого года, как только были обнаружены эти кадры в Красногорске. Помимо того, что была определена сама местность, а мы уже знаем, что первый СЭ был проведен именно здесь, в Амгинском районе, во время презентации приглашенные гости, сами жители Амгинского района, уже узнали своих родственников. Для Национального центра аудиовизуального наследия это большая подмога, большое подспорье, так как сейчас эксперты буквально по крупицам восстанавливают имена героев этих съемок. Это очень кропотливо, но очень интересная работа. Нам помогают консультанты, архивисты, историки, этнографы по персонализации героев первого СЭ. И в дальнейшем эта работа будет продолжена. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно.